дорогие друзья, всем привет, добрый вечер. Сегодня пятница и снова с вами мы. Пожалуйста, не переключайтесь, поскольку у нас сегодня очень интересные гости. Итак... Сегодняшние гости у нас профессионалы своего дела, и первого гостя вы уже видите, даже знаете его, Эдуард Борисович Андар. Эдуард Борисович, я боюсь ошибиться в ваших регалиях, званиях. То есть самый первый, наверное, вопрос. Перечислите, пожалуйста, ваши звания. Звание? Тут, конечно, не то, что звание, заслуга, но то, что я отработал за сколько лет. Заслуженный артист России, заслуженный артист Саха-Якутии и народный артист Республики Тыва. Вот чем я всегда горд и до сих пор работаю в культуре, в театре нашем и киноинструкции еще. Вот. Поэтому тут для меня это не огромное звание, для меня это есть работа, которую я должен дальше работать. Да, это замечательно. И, не знаю, у нас, наверное, заслуженных артистов в России, так скажем, из числа среднего возраста, наверное, нету, да, там большинство все, наверное, уже взрослые. Есть заслуженные артисты России, у нас есть и горловики, есть в национальном оркестре, есть ребята. Это звание получить, конечно, очень сложно, потому что это надо тоже годы нужно, понимаете. Мне же почти уже 50 лет, представьте. Всего лишь 50? Первое звание, конечно, очень молодой, когда получил, лет 24, 26, где-то так, я заслуженный артист Республики Тыва получил. Тогда, да, я всегда почувствовал, я могу, оказывается. Да, уважаемые наши зрители, я напоминаю о том, что вы можете задать свои вопросы в комментариях под нашим видео, мы увидим. И хочу сообщить вам о том, что Чингис Мангуш передает нам всем привет из самого ковидного госпиталя. Вылечивайся, дорогой. Выздоравливайте. Он говорит о том, что звучит не очень, но все же привет, друзья. Мы тоже передаем привет наших ребят, которые занимаются звуком. Мы попросим, чтобы звук, не знаю, увеличили, прибавили. Да, либо мы сами будем говорить чуть погромче. Да. Вот, у меня такой вопрос. Наверное, он всех интересует или не интересует, но меня точно интересует. Вот почему вы решили стать актером, артистом? Есть такие люди, которые в этой жизни с детства говорят, я хочу быть артистом, актером, говорят. Есть такие, да? Но я с детства так не думал. Я не знаю, это потому что мне помог в этом плане, знаете, мой одноклассник был такой, покойный, его давно уже нету. Он мне предложил поступить в Санкт-Петербургской театральной академии театр и кино. Вот. Я с ними вдвоем и поступили, вот так. И в этом смысле я понял, что я попал именно в тот сферу профессиональной работы, что очень подходит для меня, понимаете? Вот. Тогда кем вы хотели стать в детстве? В детстве, знаете, я хотел стать геологом, потому что я очень любил землю свою, родину, камней, реки. Копаемся, да. Отдыхать люблю, потому что и до сих пор я первым делом информации через интернет смотрю, что происходит в нашей земле. Сейчас глобальное потепление говорят, зимой говорят о глобальном похолодании. Я не понимаю, конечно, но это все потепление, холодание, все это все отсюда идет человечество. Поэтому природу никогда не обманешь. Поэтому всегда надо молиться природе, уважать свою маму. Мать это наша земля. Спасибо большое за ответ, Эдуард Борисович. И дорогие наши зрители, мы хотим напомнить о том, что мы прошли двухкомпонентную вакцинацию, и поэтому мы сидим без масок. Да, и тоже призываем вас к вакцинации. Как раз уже поступили однокомпонентные вакцинации «Спутник Лайф».
Ну, Эдуард Борисович, Мгм. вот не знаю, сколько у вас фанатов? Если они, я слежу за вашей страницей в Фейсбуке, я очень много вижу комментариев, особенно из других стран. Вот, Сколько фанатов, я тоже не знаю. у вас есть свой фан-клуб? Фан-клуб-то нет у меня, я не создал, потому что мне говорили, давай, Андар, создавай. Нет, я не буду создавать, потому что это, знаешь, такой уровень надо быть, чтобы фан-клуб открывать. Но я пока, знаете, я в общественных делах в основном работаю, понимаете, поэтому я о себе много информации не стараюсь делать, а делать то, что проще, понимаете, чтобы доступно простым народам, понимаете. И поэтому насчет фан-клуба я пока не думаю даже. Понимаете, в нашем в Туве, например, фан-клуб, это в нашем республике такие клубы открывать не очень выгодно будет. Я тоже это знаю, потому что тут нет, надо уметь организовать, уметь надо с как бы молодыми ребятами вместе работать, создавать. Это знаете, сколько силы набирает. Забирать, то есть забирать много сил. Эдуард Борисович, я хочу вам еще сказать о том, что у нас в Туве очень активные фанаты Димаша Кудайбергенова. Да, я знаю. Да, они прям заказывают футболки. Я знаю о том, что его фанаты специально на его выступление на Новой Волне в Сочи, либо, да, где-то там рядом с Сочи, либо в Сочи проходит, то ли в Красной Поляне, ну, то есть не обращал внимания. Наши, ну, то есть тувинские фанаты, Димаш Тим, или как там вроде назвали себя, они ездят, ну, то есть они сами себя организовывают, сами все делают. Вот если бы возникли такие люди, допустим, так скажем, ваши фанаты, вот какова была ваша реакция? Ну, то есть как вы отреагируете Да. Ну, на это? если организовать что-нибудь такое фан-клуб, да, специально для людей, или, например, да, для больных детей, да, может, для больных актеров, для артистов, которые вот, очень трудном состоянии жизни, почему нет? Можно, понимаете, это юридическая работа очень сложная. И поэтому вот это надо подумать надо, ребят. Понимаете? Так, Аятсад из Чадана, он у нас тоже активист Дзунхемского района, молодой человек, руководитель Центра молодежных инициатив города, ну, Чадан, и в целом они ведут работу в Дзунхемском районе, передает тоже. Обычно вот бывают такие сцены, да, когда нужно плакать и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, как это происходит? Не знаю, нужно духи там чуть-чуть это делать или как-то Мылом. специально, либо водичку немножко там Да, накапать. бывают такие возможности, так говоришь. Есть такие люди, которые так делают, да, актеры, артисты, есть такие. Но в основном, если ты играешь в спектакле, да, в сцене, там есть техника, как можно заплакать, как можно смеяться. Есть такие, но в основном с этим не пользуется никто. Это первым делом съедает минуту, секунду, минуту. А у вас на личном опыте было такое? Нет, я такое даже не думал. М. Ну, там во время съемки я вспомнил, почему я плакал, ради чего я в этом мире живу.
вспоминал своих детей. Понимаете, я то, что пережил, я чувствовал, и обратно это создавал внутри себя. И поэтому мне легче было. Понимаете? Эдуард Борисович, а у вас есть ли Конечно, который им дает предложение, например, роли, да, отказывает. Да, у меня было такое. Например, мне дали на съемку сценарий почитать. Вот такую роль вы будете играть. Сказали, сценарий почитали, я сказал, пришлось мне отказать из-за того, что сценарий написан политической идеологией, понимаете? Вот такие бывают, я отказываюсь. А кино должно быть для простого, для народа должно быть, понимаете? А когда киноиндустрия идет политика, я всегда отказываюсь. Вот. Поэтому, а в роли никогда не отказываюсь. Ну, Эдуард Борисович, вот по сегодняшний день, вот в скольких фильмах вы снялись и готовятся ли у вас новые проекты? Новые проекты пока из-за пандемии, как всегда, ждем. Но есть недоснятые еще картинки, есть очень два картинки из Монголии, и мы с азербайджанцами, иранцами еще работаем. Но ждем пока, когда время лучшее будет, тогда и начнем работать. А так я в основном снялся в 6 фильмах, все в основном зарубежные фильмы. Понимаете, почему, и мне всегда вопрос задают, почему не в российских кинопроекте не участвуете, я говорю. Если предложишь, почему и нет? Но предложение идет от российской кинокомпании. Но там есть политика иногда. Понимаете, мне приходится отказываться. Я хочу работать в международном уровне с азиатской киноиндустрией. Понимаете? В этом плане я, кажется, прав или не прав, но в основном, кажется, я прав. Поэтому то, что вопрос задан, я всегда отвечаю так. Любую роль я буду играть, но не политик. А вы дома репетируете, да, там перед зеркалом, не знаю, перед семьей и так далее? Любой актер, да, всегда так в зеркало себя смотрит, любой актер, это обязательно, потому что без этого нельзя, за собой надо следить. Ты же за собой как можешь следить? Ну вот все современное время, ты можешь себя снять телефон и следить в каком-то обстановке, каком-то фактуре, или похудеть надо, или наоборот вес набрать надо. А вот бывали роли, когда нужно было там набрать вес или наоборот? Да, мне было, я весил 110 килограмм в монгольской киноиндустрии Монголии. 110 килограмм меня заставили, чтобы я вес набрал, большой был. Я вес набрал 110, огромный был. А потом другой кинопроект пригласили, мне сказали бросать 38 килограмм. А я сделал так. А до сих пор не могу уже вес набрать. Как вы сделали? Поделитесь опытом. Просто, знаете, говорят, есть продукты, есть еда, которую кушаешь и худеешь. Нет такого у нас. Такого большинства в жизни не бывает. Понимаете, ребята, потому что худеть надо мыслям. Я почти немножко голодал, понимаете, ребята. Я утром по чуть-чуть кушал, обед более-менее нормально кушал. Ужина тоже чуть-чуть и немножко, знаете, много не надо кушать. И все. Любую еду я ел, и жирную, и сало. Но я
кроме хлеба, хлеб и сахар с рациона я убирал. Остальные все, что угодно. Вот и все. Вот, чтобы скинуть 40 килограммов лишнего веса, надо есть любую еду, кроме хлеба и сахара. Наверное, по все чуть-чуть. уже поняли, что работа актера на самом деле оказывается очень сложная. Нужно Да. худеть, нужно толстеть. И в этом есть секрет, так скажем, стройности. А вес набрать очень легко говорят. Есть Я мать- похудел, да, очень сильно похудел, а хотел вес набрать, начал кушать много. А наоборот худеть тоже начал. А потом я не понял, это что такое? Оказывается, человек обмен веществ меняется, поэтому тут надо очень осторожно это. Надо знать все, понимаете, медицина тут, я не знаю, тут очень много чего надо знать. Это очень осторожно. Эдуард Борисович, как вот ваша семья, супруга, дети относятся, не знаю, к вашему творчеству, когда вы уезжаете на съемки надолго? Да, Вот как они относятся? 5-6 на год даже уезжал, да. Нормально относятся, потому что я им финансировал. Хорошо относились, потому что я зарабатывал нормально, для них отправлял сюда деньги, чтобы они тоже здесь жили, у себя родней. И в этом плане одна проблема такая, ты домой хочешь, вот в чем проблема. А так-то отработал, все сделал, домой приехал, знаете, как хорошо. В этом плане проблемы нет. Эдуард Борисович, вот мы просто на перспективу, так скажем, как поступает предложение к съемкам, к фильмам, вот как вам поступает? Куда-то надо самому обратиться, либо они к тебе пишут, через либо, менеджера, да, ну, то есть, не знаю, через социальные сети, через Лично электронную почту. звонят. Вот как поступают эти предложения? Ну, я понял. Да, есть актерские агенты, ну, это международного уровня есть, российские, есть СНГ, разные есть актерские агенты. Да, они, к ним можно обратиться, понимаете? Но перед тем агентство обратиться, ребята, думайте, потому что есть обманчивые агенты, есть, очень обманчивые, понимаете, там требуют какие-то деньги, таких агентов не надо. Есть все, агенты должны быть бесплатно, понимаете. А я как работаю, знаете, сейчас очень современно, есть интернет, все, социальные сети, разные странички. Я ставлю свои фотки, разные спектакли, фактуры, ставлю, и мне приходит предложение сами агенты. Понимаете? То есть они меня сами находят. Например, монголы, да, Монголии, монгольские кино. Как они меня нашли? Я говорю, как вы меня нашли, спрашиваю. Они говорят, тут 8 делегаций приехал в Туву, чтобы уговаривать меня, чтобы я у них в фильме сыграл. Приехали, они говорят, мы нашли тебя в соцсетях, говорят. Да. И поняли, что это тувинец. А значит, тувинец рядом с нами. И приехали. Понимаете, есть такие возможности, да, в социальных сетях ставить постоянно. Специализированные, профессиональные актерские агенты в России только в Москве. В других городах почти нет. В других городах не верите такие вещи. Потому что я в Москву ездил, профессиональное актерское агентство, я там состою тоже. Потому что как профессиональный актер театра и кино. Это тоже профессия. Поэтому, если хотите, всегда надо учиться. Понимаете? В этом плане. Ну вот, давайте чуть-чуть отойдем от темы Давайте. актерского Давайте. мастерства. Да. Мне кажется, уже хватит. Хватит. Расскажите о себе. Вот, что у вас... Сейчас, прошу прощения, сейчас перебью. Хочу напомнить о том, что у Эдуарда Борисовича есть сюрприз за лучшие комментарии, за лучшие вопросы по итогам, ну, то есть к концу нашего эфира с Эдуардом Борисовичем он готов, так скажем, выбрать одного из наших зрителей и наградить. Давайте. Сейчас я вам покажу. Вообще можно показывать? Да? Да. Та-дам! И что там есть, это секрет. Секрет узнаете в конце Да. эфира, поэтому не переключайтесь. Та-дам! На чем мы остановились? Итак, расскажите о себе, вот Ага. чем вы увлекаетесь, там спорт, танцы, может быть, не знаю, пение и так далее. Танцем увлекался.
много очень увлекался, понимаете. С детства я любил спорт, и до сих пор держу спорт. Ну, по вам Да. видно. Потому что спорт для меня это есть воспитание, культура. В этом плане я всегда держу, и то старый всегда буду держать, я знаю, потому что я привык очень уже к этому. А какой именно вид спорта? А спорт, я, знаете, я начинал спорт с вольной борьбы, с бокса, стрельба с лука, и закончил то тяжелой атлетики. Понимаете, я себя искал, и до сих пор не нашел, но и это я остался любителем спорта. Понимаете, а профессиональным спортом я не старался, потому что здоровье главнее был. Потому что профессиональный спорт это здоровье себе сделаешь, а потом рухнуть над здоровьем, понимаете, ребята, это тоже профессиональная работа. Поэтому это плане я очень хорошо знаю, поэтому я просто держу себе форму и все. Это плане. А о себе еще что можно сказать? Работаю в театре еще пока. Вы меняли свою работу? Нет, работы я не менял. Ни разу, да? Да. Как вы трудоустроились в театр, так Да, и... так и я работаю, да. Хотел поменять, конечно, не получилось, потому что кроме театра, где я могу еще работать, ну, телекомпания пригласила хорошо, ну, там как-то я себе свою лишнюю энергию туда трачу. Понимаете, поэтому это моя профессия. Вот и все. А если вам пригласят, не знаю, я не знаю, как театр называть, должность или должность актера или... Должность ну, актера, да, есть такое. Если вот, допустим, вас пригласили, не знаю, в Большой театр, Большой театр. Если русский язык очень хорошо я говорил бы, конечно, пригласил бы. Это мечта. Шучу, конечно. Но я же в себе родине, я должен очень 100%, 1000% должен знать свой тувинский язык чисто. В этом плане я каждый исполняю. Понимаете? А что русский язык я плохо говорю, да, я знаю. Но я же не русский, я же тувинец. Поэтому я должен говорить чисто на своем родном языке. А то, что английский, испанский, итальянский языки, это можно зубрить, выучить, понимаете? Кстати, а сколько языков вы знаете? Не, знаете, в основном я тюркский язык очень хорошо знаю, понимаете? Например? Например, татарский, башкирский, чувашский, турецкий, азербайджанский, значит, на нас очень похожи они. Вот. Я в Монголию поехал, да, и вообще не знал монгольский язык, мучился, потом я начал выучивать, там, оказывается, тоже тюркские слова есть в монгольском языке, и, ну, у нас тоже есть и монгольский, 30% монгольский тоже, поэтому, вот, и монголы говорят, ты что, монгольский знаешь? Я говорю, вот монгольский, я не знаю. Да. Да. Вот у нас просят рассказать что-нибудь на другом языке, не знаю. Ну, передайте всем Ну, привет. казахский там. жаным, мой друг, так говорим. Потом там, так, я уже забываю, видите, разные языки, ну сколько лет уже, за 2 года не ездил никуда из-за этого говита. Поэтому, если скажет казахи, я очень сразу понимаю, я в основном казахский язык тоже выучил в кинопроектах, учился даже, сложно, конечно, другой язык знать. А в казахском языке сложно, там у них 30% арабский, то есть персидский язык есть там, букв. И сложнее, поэтому ну, в основном я выучил. А в иранской, например, арабских языках очень сложно там, видите. Махра. Вот такие слова есть, махра. Вообще не понимаете, это что такое даже? Привет! Махра. Понимаете? Аль-халь. Вообще не понимаю тарас. Аль-халь. У нас ал-ал можно, конечно. Знаете, сложно. Конечно, поэтому привыкаешь. Эдуард Борисович, вот, ну, к завершению нашего эфира, ну, не эфира, а встречи с вами, да, то есть, что вы хотели бы пожелать нашей молодежи, не знаю, ваши советы, наставления, вот, что вы бы хотели бы им сказать? Ну, вот это, конечно, вопрос, все говорят, что пожелать молодежи? Что можно пожелать нашей молодежи?
Будьте человечным, и все, ребята. Никого не слушайте. Никого. Слушайте только свою папу, маму, бабушку, дедушку. Вот ваши воспитатели, ваши педагоги. Вот их надо обязательно слушать, их надо уважать. И быть самим собой. И всегда правильно решать проблемы. Понимаете ли? Как это надо правильно решать свои проблемы? 100 раз подумай перед тем, что-то сделать. И один раз И, отречь. да, и один раз отречь, правильно. Ну, Эдуард Борисович, спасибо вам большое за то, что нам сегодня уделили свое время вечером в пятницу после работы. И спасибо за ваши слова, наставления и за ваш опыт. И мы очень надеемся о том, что ваши фильмы, роли будут увеличиваться. Каждый раз будем... Увеличивается, и буду я худеть. Ну, или там да, набирать весе, да. На самом деле было очень волнительно сидеть Да, с вами. у самих профессионалов брать Да. интервью, это Да. сегодня на сложные эфиры. Не, нормально. Что я? Нет, ну откровенно разговаривать. Нормально, ребята. Я тоже сам понимаю, я тоже сам был молодой, ну стараюсь еще быть молодым. Поэтому я вас понимаю, ребята. Со временем всегда придет опыт, ребята. Не беспокойтесь, всегда говорят, мне опыта нет. Чтобы опыт добиться, знаете, это надо Надо работать надо. Вот и все. И уметь надо работать. И все. Спасибо большое, Эдуард Спасибо Борисович. большое. Да.